Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем еще не знаете, о чем не догадываетесь, какую правду, какую тайну, какой секрет раскроет вам песок. Загадайте, пожалуйста, на себя и узнайте то, о чем и не видите, и не знаете, и не догадываетесь. Давайте посмотрим, какую правду вам откроет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Но здесь показано, что вам дороги открываются. Дороги и справа, и слева, и по центру. Очень много дорог вам открывается. Это происходит прямо сейчас. Прямо сейчас дороги открываются. Может быть, вы были в ограничениях. Может быть, у вас не было возможности. Может быть, вы вообще, в принципе, не думали о каких-то путешествиях, поездках, либо вылазках из дома. Но дороги вам открываются. Дороги светлые, дороги чистые, без помех, без каких-то лихих людей, без сложных обстоятельств. Дороги открываются. Что в делах, что в службе, что в дружбе, что в личном, дороги вам открываются. И дальше будет больше. Дальше будет, тут как выбор вам еще идет. Огромный выбор, бесконечный выбор. То, чего, скорее всего, не было, либо, в принципе, вы были этого лишены. Вы точно это поймете, буквально со дня на день. Эти дороги, они просто будут звать, манить, либо вас начнут куда-то приглашать. Все это выяснится. Так, еще вы не замечаете и не знаете, что что-то заканчивается. Вы как будто бы как в зале ожидания сидите, вокруг вас люди туда-сюда снуют, а вы все ждете. Может быть, вы ждали каких-то документов, каких-то решений, каких-то событий, что что-то решится, разрешится, случится, может быть, вот как ждали, бесконечно долго ждали, и в этом ожидании, возможно, уже и забыли, а что я жду, чего жду, кого жду, Смотрите, вот уже завершение показано. Уже результат, не просто завершение, уже результат показан. Буквально вытяни руку и возьми. Долгий процесс ожидания, он тоже заканчивается. Вы получите уже конкретный результат. И результата этого будет много. Здесь, как, знаете, такое огромное блюдо, и на нем всего-всего много лежит на этом блюде. Либо поднос какой-то. И вам его несут, скоро подадут. Будет очень интересно, будет очень забавно, и, конечно же, вы порадуетесь. Больше ждать вам не надо. События случатся, развернутся, результат придет. Вот вы это блюдо огромное получите. Еще вы не знаете, не догадываетесь, что какие-то люди как замышляют что-то, сговариваются против вас. И какие-то планы у них, либо уже конкретные действия идут. Может быть, они уже взялись за свои планы и уже что-то против вас делают с левой стороны. Как что-то вам портят, ломают. Например, могут портить вам репутацию, могут вас в чем-то обвинять, могут сплетни о вас распускать. Ломают вам карьеру, либо ломают вам жизнь, судьбу. Вот как подгрызают, мне идет. Это не один человек, их несколько. Они как какая-то группировка, может быть, они члены одной семьи, может быть, они чем-то повязаны. В общем, такие недостойные, гнусные люди, противные люди. Вот что-то вы им такое сделали, либо чем-то не угодили, либо кто-то один из них против вас прям возбудился, и других настроил. Но здесь показано, что их планы, они сверху будут разрушены. Причем у них там какой-то большой конфликт нарастает, он уже происходит, а дальше будет больше.
Этот конфликт все разрушит. Их отношения, их планы, их замыслы, их действия, жизни. Вот прям жизни их разрушит этот конфликт. Как какая-то большая буря случится. А бурю им свыше насылают. То есть сейчас они вместе сила против вас действуют, но буквально вот, в самое ближайшее время они уже конфликтуют, уже какое-то несогласие есть, либо противоречие. Но скоро прям будет такая буря, ураган, они так разругаются, они друг друга вот как будто бы топить пытаются, в своей же грязи топить пытаются. В общем, зрелище не для слабонервных, но, видно, эти люди этого заслужили. Друг друга будут топить, друг друга поедом будут есть, но от вас эти люди отстанут. Либо вас высшие силы от этих людей освободят, чтобы они вам плохого не причинили. Так, еще здесь показан человек, который вас очень сильно любит, но в силу каких-то обстоятельств про любовь свою молчит. Возможно, это человек рядом, да, буквально там в той же комнате, что и вы находитесь, либо в соседней комнате. Вот сидит, молчит, ничего не говорит. На самом деле вас очень сильно любит. Но у кого-то может отыграться тайный поклонник, поклонница, если смотрит меня мужчина. Человек, может, не мог вам говорить о своих чувствах. Там разные обстоятельства бывают. Вот. Но любовь этого человека настолько чистая, настолько искренняя. И вот вижу, что именно любовь подтолкнет этого человека на какие-то вот как действия в вашу сторону. Действия очень теплые, очень нежные, такие согревающие, успокаивающие, защищающие. Да? То есть, возможно, человек, вы с ним живете, там, не знаю, 30 лет, да, и он вам не говорит о своей любви, давно не говорил. Но вам потребуется помощь, либо вам потребуется защита, и человек прям не раздумывая бросит все, себя не пожалеет, но вас защитит. Ну и также тайный поклонник, тайная поклонница, узнав, что вы там в чем-то нуждаетесь, либо какие-то вот там неприятности, человек вот прям всю свою жизнь отставит и побежит помогать вам, либо защищать вас. То есть любовь проявится, даже если они не говорят, но любовь проявится. Тут без слов все будет понятно. Любому человеку будет понятно. От мала до велика все поймут, что этот человек вас безумно любит. Любит по-настоящему, и любовь это чистая, теплая идет. Так, еще, мои хорошие, вы не знаете и не догадываетесь, что вокруг вас какая-то энергия нездоровая, энергия, как негативная какая-то энергия, и она как кольцами вокруг вас собирается, как кольцо вас пытается взять и вот так вот душить, давить. Да, может, плохо себя чувствуете в последнее время, там, грешите на состояние здоровья, там, на атмосферу, на природу, на вирусы, на бактерии. Может быть, у вас в доме там что-то бьется, ломается, и вы такая: о, мебель старая, либо там вещи нужно обновить. Да, вот вы не думаете, что это негатив, но негатив, он очень близко к вам подступил, и чем быстрее вы поймете, что имеете дело с негативом, тем быстрее вы сможете от этого избавиться. Здесь достаточно провести чистку, либо со свечой пройтись, молитву почитать, защитную, охранную молитву, там, любую на выбор, и все это уйдет. Вы сильный человек, у вас душа чистая, и вы с любым негативом можете справиться. Но с негативом нужно бороться, то есть нужно противодействие оказывать. Если просто сидеть и ничего не делать, то будут вот эти вот энергетические негативные круги сужаться, прям вас будут сдавливать. Вот, сделайте, пожалуйста, чистку. Тем более у нас Луна сейчас еще убывает, да, успеете сделать ее до новолуния. И будет вам улучшение, и будет вам исцеление, и ничего ломаться не будет, и портиться ничего не будет, и вообще себя по-другому будете чувствовать, и спать лучше станете, и конфликтов меньше будет, и обид меньше будет, напряжения меньше будет в вашем доме, в вашей семье. Обязательно сделайте чистку. Этот негатив кто-то приносит в ваш дом, либо как-то вот с чужими, может быть, вещами попадает этот негатив в ваш дом. Вот как кто-то вам что-то передает,
и вы это в дом приносите. Либо человек приходит, да, может вам что-то там подсыпать, подлить, понимаете, подсунуть даже может. Вот как приносит вам этот негатив в дом, об этом речь идет. Когда вы чистку проведете, вы, во-первых, и сами почиститесь, пространство свое очистите. И этот негатив, который вам приносили, вы его обратно отправите. Потому что негатив, он никуда не девается. Он либо на вас воздействует, либо он будет воздействовать на того, кто его отправлял. Вот. Ну, а там по результатам посмотрите и точно узнаете, кто вам зла желал, кто вам вредил. Потому что человек очень скоро заболеет. Прям скоро. Скорейшим образом. После чистки буквально на следующий день человек очень сильно заболеет. Либо какой-то вот случай несчастный произойдет. Травму очень серьезную получит. И вы сразу все поймете и все узнаете. Чистка – это несложно. Это обязательно. Это, как, знаете, гигиена. Гигиена пространства. Вы же руки моете? Моете. Вот и чистки тоже делаете, полы вы моете, пылесосите, да. Вот также приучите себя делать чистки. Раз в месяц на убывающую луну вы делаете чистки, от вас не убудет, зато какой прекрасный результат пойдет. Тем более я вижу, что вы очень сильный человек, энергетика, как я сказала, чистая, и сердце чистое. У вас все получится, даже с одного раза получится. Вот как сила есть, вы не запятнанный человек, вас небеса любят. И энергетика у вас сильная, вы все очистите. Так, еще какое-то мероприятие, как подготовка к мероприятию идет. Может быть, у вас день рождения, может быть, у кого-то день рождения. Там вот какие-то люди, они готовятся к незабываемому пиршеству, где готовятся, и это будет что-то незабываемое. Если это у вас день рождения, и вы, например, решили, что вот отмечать я не буду, да, ну что там отмечать, так к себе относитесь немножечко прохладно, то вам ваши знакомые, либо ваши родственники, ваша семья устроит незабываемый праздник. Если это у кого-то день рождения, то там люди как бы постараются, и будет прям и пир, и мир, и добрые люди, и будет весело, и интересно, и вкусно. И вот как-то феерично мне идет, что-то незабываемое там будет. Вот как много таких потрясающих впечатлений. Вас обязательно позовут. И позовут не просто так, а позовут как вип-персону, очень важного человека, да, вот как самого важного человека. Там вы главнее, чем именинник, либо именинница будете. К вам будет такое вот невероятное отношение. Вот помяните мое слово, да, вроде у кого-то день рождения. Вы чувствуете, что праздник в честь вас. Ну вот как-то так мне идет, да, вот вас там прям на ручках будут носить. Так, а вот здесь показан какой-то вопрос женщины. Какая-то женщина постоянно к вам то ли лезет, то ли что-то она от вас хочет, как проходу вам не дает, либо какие-то нападки со стороны этой женщины. В общем, вы от нее бедная, мне так идет. Ну, либо бедный, если смотрит меня мужчина. Вот что-то она вас не взлюбила, и постоянно вот какие-то гонения на вашу голову. Постоянно она вот намеревается то ли укусить, то ли ударить. Может быть, это свекровь оголделая, может быть, теща, которая не взлюбила зятя, может быть, это начальник, женщина-начальник, да, может быть, женщина-чиновник, может быть, соседка какая-то у вас ненормальная. Вот постоянно вот она к вам пристает. Смотрите, вот здесь показано, что этой женщине кто-то что-то скажет про вас, и она вас бояться станет. Вот в прямом смысле слова будет вас бояться. Будет минимизировать общение с вами, вообще будет обходить вас десятой дорогой. И для этой женщины самое страшное будет это с вами где-то вот пересечься, да? Близко находиться. Что-то ей про вас скажут, что-то расскажут про вас, и она действительно станет бояться. Кто скажет, кто расскажет, я не могу сказать, потому что здесь просто образ человек, да, образ человека. Но вот этой женщине что-то скажут, и она будет вас бояться. Прям не то чтобы отстанет, она просто пропадет, даже если это ваша начальница. Вот прям не видеть, не слышать не будете. Вот как покой будет. Что-то про вас скажут. Опять же, не могу сказать, что, потому что вы все разные. Но вот как будет такой момент. И это уже тоже как не за горами. Ну вот буквально, может, следующая неделя. Прям отстанет от вас раз и навсегда. Так, а еще вы не видите яйцо перед вашими ногами. Яйцо, очень хорошее яйцо, которое готово проклюнуться. Но обычно так показывают возможности заработать, возможность работать, подработку могут так показать. То есть
вы можете заработать больше, либо зарабатывать больше. И это у вас прям перед ногами лежит. Почему не замечаете? Ну, потому что вдаль смотрите, потому что, может быть, свою ценность до конца не осознаете. Да? Возможно, вы там что-то умеете делать лучше, чем другие люди, либо у вас какой-то колоссальный опыт в чем-то есть. И сейчас это как никогда набирает обороты, либо становится актуальным, очень актуальным. И имея уже базовые знания, имея навык, опыт, набитую руку, да, вы с легкостью можете влиться в этот заработок, да, в эту сферу и зарабатывать больше, чем другие. Но вам это тоже откроется. Откроется по необходимости. Вот необходимость возникнет в деньгах, вы начнете искать, где. Вот под ноги посмотрите и все это увидите. А оно прям уже готово проклюнуться. Ну, буквально, да, вот это произойдет. Так, еще. Не замечаете вы, ну, как уважение, либо благодарность. Наверное, все-таки благодарность. Есть люди, и они вам очень благодарны. Благодарны за то, что вы есть в их жизни, благодарны за то, что вы для них делаете. Да? Может быть, вы педагог, либо вы медсотрудник, медработник. Возможно, вы волонтер. Да? И вот есть люди, которые чрезмерно вам благодарны. Эти люди, они чужие люди. Это не родственники, это не семья. Это просто вот чужие люди. Но эти люди постоянно о вас думают, самые добрые вот какие-то слова, да, вот словами этими благодарят, мысленно, вслух, между собой общаются. И у кого-то еще отыграется, что люди могут даже молиться за вас, потому что вы невероятно доброе, что-то хорошее для них делали, ну, либо безотказный человек, да. И эта доброта, она до небес долетает. Даже не доброта, а добрый этот посыл, доброе мнение, доброе отношение. Небеса вам начинают улыбаться. А вот здесь вы не замечаете, что вас от беды отводят, либо от каких-то бедственных событий, негативных событий вас просто отводят. Вас туда не подпускают. Не пускают, не подпускают, меняют ваши мысли, меняют ваше сознание, либо просто блокируют вам что-то негативное, чтобы вы это не увидели, не почувствовали, и этого не было в вашей жизни. Вы скажете, ну как же, есть негатив, ну а давайте посмотрим с другой стороны. А если бы этот негатив там утроился, а если бы он конкретно с вами происходил, вас бы бил, как бы было, да? По-другому бы было. Но вот мне идет, что отводят, обводят, не допускают. Вы, возможно, даже обижаетесь, что вас куда-то не допустили, либо что-то не случилось. Но небесам и ангелам-хранителям виднее, что для вас хорошо, что для вас плохо. Когда людям, ну вот в этой рутине жизни очень сложно рассмотреть, что хорошо, что плохо, да? Что хорошим закончится, а что там провалом негативным. Вот. А небесам виднее, и ангелу-хранителю виднее. Вот мне идет, что вас водят, обводят, не допускают. Вот, поэтому принимайте это с благодарностью и не ругайтесь, если что-то не получается. Значит, это не ваше, значит, это не вам, не про вас. Либо это чем-то плохим для вас закончилось. Вот. Нет такого, что вас чего-то лишают. Такого нет. Наоборот, есть, что вас берегут, что вас охраняют, что вас оберегают. Так, еще вы не видите каких-то перемен в мужчине. Мужчина меняется, но буквально на глазах. Вот как будто бы он линяет, что он шкурку сбрасывает, как другим становится. Мужчина меняется и меняется под вашим влиянием, либо в угоду вам, а может быть и то, и другое. То есть настолько вы позитивно влияете, настолько вы показываете хороший пример. Ну, либо мужчине страшно, да, что вы его там куда-нибудь пошлете подальше на небо за звездочкой, и он прям сам по себе останется один, что он в угоду вам начинает меняться. Это, конечно, сложный процесс, и он длительный, но тем не менее это уже происходит. Уже происходит, и люди, которые знают ну, со стороны, допустим, этого мужчину, они тоже уже отмечают, что поменялся, уже по-другому себя ведет, уже по-другому говорит, уже по-другому поступает. То есть это уже происходит. Вот. Я так понимаю, что вы в последнюю очередь увидите, что мужчина изменился. Но именно мужчина. Сын, муж, брат, отец, кто? Зять. Ну, кто-то вот из близких мужчин.
Так, и венце мне показывает, что на старом дереве новые веточки растут. Это очень хороший знак, особенно по здоровью, да, улучшение здоровья, там, исцеление там, от каких-то болячек, вот как отступает. Также дерево говорит про семью, про восстановление отношений, про то, что человек семью обретет, да, вот старое дерево, сухое дерево, даже может оно не старое, но просто сухое, да, на нем новые зеленые веточки появляются. То есть это и счастливая личная жизнь, и прекрасное состояние духа и тела. И это происходит прямо сейчас. Вы под этим деревом стоите, смотрите на эту сухую корку, а голову почему-то вверх не поднимаете. И эти новые зеленые веточки, вот они, вы не видите. Но ничего, ничего, время придет, все рассмотрите. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.